В ближайший час расскажем о самых заметных экономических, спортивных событиях, мировые новости и многое другое. И начнем по традиции с курса валют, который Центробанк установил сегодня. Итак, курс доллара составил 62 рубля 76 копеек, евро остановилось на отметке в 79 рублей 94 копейки. Что касаемо обмена доллара, в Якутске покупает по лучшей цене Восточный банк за 62 рубля 53 копейки, а продает Россельхозбанк за 62 рубля 80 копеек. Евро выгоднее всего покупает тот же Восточный банк за 69 рублей 78 копеек, а продает банк АТБ за 69 рублей 94 копейки. Госдума предложила расселять ветхие и аварийные дома за счет ипотеки. Документ предусматривает, что частичные ипотечные обязательства возьмет на себя Фонд содействия реформированию ЖКХ. Таким образом, годовая ставка по ипотеке для россиян, проживающих в аварийных или ветхих домах, не должна превышать 3%. Самое главное, что граждане смогут вселяться в новые квартиры сразу, минуя проживание в маневренном фонде и другие трудности, говорится в документе. На всероссийскую перепись населения в 2020 году планируют потратить 33 миллиарда рублей. Средства пойдут на зарплату более чем 350 тысяч человек, а также на субвенции регионам для аренды помещений, оплаты охраны и мобильную связь. В ходе кампании переписчиков будет задействовано в 1,5 раза меньше, чем при переписи в 2010 году. Таким образом, рядовой переписчик получит 18 тысяч рублей, а контролер – 20 тысяч рублей. Напомню, всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября следующего года. Заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Напомню, накопительную часть пенсии россиян в размере 6% от заработной платы заморозили в 2014 году. Отмечу, что по оценке правительства продление заморозки накопительной части пенсии увеличит в 2020 году доходы бюджета пенсионного фонда на 635 миллиардов рублей. Сейчас в Минфине и Центральном банке предлагают переформировать действующий вариант пенсионной накопительной системы. Готовится законопроект о гарантированном пенсионном продукте. К моменту его принятия, очевидно, вопрос с заморозкой накопительных взносов должен быть решен. В 2020 году в Якутске ведут бесплатный проезд для учащихся с 5 по 11 классы. Для этого в бюджете столицы будут заложены дополнительные средства. Это 35 миллионов рублей. Об этом сообщил первый заместитель мэра города Максим Трофимов. В Нерюнгри состоялось открытое заседание городского совета депутатов, в ходе которого был утвержден бюджет города на 2020 год. Как проходила сессия и какие поправки были внесены, узнаем у нашего коллеги Сергея Козюры, который находится с нами на прямой связи. Сергей, добрый день, передаю тебе слово. Да, Анастасия, день добрый. Так уж получилось, что под конец года мы все подводим некие итоги и готовим планы на будущее. Вот буквально вчера мы все смотрели послание главы. Мы просим прощения по техническим причинам. У нас возникли неполадки со звуком. Мы обязательно вернемся к этой теме. Президент России Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках. Документ вступает в силу с 1 января 2020 года. Более подробная информация у моей коллеги Нургуяны Ивановой. Нургуяна, я тебя приветствую. А что дадут такие нововведения? Настя, теперь работник сможет запрашивать сведения о трудовой деятельности как и в бумажном варианте, так и в электронном. Документы можно получить у работодателя по последнему месту работы в МФЦ, на сайте госуслуг и в пенсионном фонде. И также отметить, что сам работник может выбрать, какой тип трудовой книжки ему будет удобнее. Это новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Якутия заняла 7-ю позицию в национальном рейтинге прозрачности закупок по итогам 2019 года. На 1-м месте Москва, на 2-м Ханты-Мансийский автономный округ, на 3-м Тамбовская область. Далее следует Республика Татарстан, Архангельская, Смоленская области, Якутия, Чувашия, Республика Крым и Саратовская область. Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» является независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, анализирующим российский рынок государственных и корпоративных закупок. Он существует с 2006 года.
В этом году в Якутии планируется добыть более 34 тонн золота, что превысит исторический максимум Советского Союза. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев в ходе ежегодного послания парламенту республики. Так, по его словам, выход на проектную мощность месторождений Дражная, Рябиновая и Гроз позволил республике закрепиться в тройке лидеров России по добыче золота. Кроме того, отметку 18 миллионов тонн превысили предприятия угледобычи. Специальные арктические разделы включили во все 14 госпрограмм Якутии. Их финансирование составляет 5,5 миллиардов рублей на 2020 год. Об этом также заявил глава региона в своем послании. Объемы финансирования госпрограмм до конца 2024 года составят 35 миллиардов рублей. В предстоящие 5 лет из аварийных домов в Арктике будет переселено 8,5 тысяч человек. Повысить качество оказываемых медуслуг и снизить смертность населения в северных районах Якутии позволит новый порядок финансирования первичного звена здравоохранения в отдаленных районах Арктики. Проблемы арктических больниц в первую очередь связаны с их изолированностью и отдаленностью. Более чем в 200 населенных пунктах Якутии оказание экстренной медицинской помощи возможно только с использованием санавиации, водного транспорта или только по зимнику. С учетом остроты проблем назрела необходимость создания отдельного блока арктической медицины с принятием нормативной базы, учитывающей особенности организации медицинской помощи в труднодоступных районах Якутии. Якутия предоставит каждому ветерану Великой Отечественной войны к юбилею Победы в 2020 году единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей. Во всех городах и селах будут обновлены мемориалы павшим воинам и проведена поисковая работа. О воинах-уроженцах Якутии будут сняты фильмы и изданы книги. Проекты общественного развития, поданные через интернет-портал OneClick Якутия, получат около 130 миллионов рублей грантовой поддержки. Об этом также заявил Айсен Николаев в ежегодном послании Илтумену. Так, в единый фонд будут объединены 20 грантов, которые сейчас находятся в ведении 6 министерств. Информационной платформой станет портал OneClick Якутия, на котором можно будет подавать заявки и публиковать отчеты. Это повысит открытость и прозрачность грантов, расширит общественный контроль. На портале OneClick Якутия, который будет запущен до конца года, введут также модуль общественного мониторинга экологической ситуации на местах. Наблюдательный совет Алроса утвердил стратегию развития аграночного комплекса на следующие 3 года и планы интеграции «Кристалла» в группу компании Алроса. В состав группы входят гранильные предприятия, филиал «Бриллианты Алроса» в Москве, «Бриллианты Алроса» в Барнауле и «Кристалл» в Смоленске. Компания выкупила завод у государства в октябре 2019 года. Отмечается, что на долю этих гранильных предприятий приходится более 60% всей российской огранки. Обработку алмазов, фантазийных цветов и крупных бесцветных алмазов планируется сосредоточить в Москве. Обработка бесцветных алмазов от 1 до 10 карат на начальных этапах интеграционного проекта будет перемещена в Смоленск. Обработку алмазов мелких размеров планируется распределить между производственными площадками в Барнауле и Смоленске. Общий объем обработки будет составлять более 200 тысяч карат алмазов. Компания Алроса, Tencent и Everledger запустили меню-программу WeChat для китайского ритейла, который позволяет покупать бриллианты с максимально прозрачной информацией об их происхождении и характеристиках на основе технологии блокчейн. Новая мини-программа будет предлагать бриллианты производства Алроса и позволит полностью прослеживать путь драгоценного камня от места добычи до конечного потребителя. Приложение предложит в качестве продукта без бренда тем ювелирам и ритейлерам в Китае, которые хотят донести до покупателей подробную историю происхождения своей продукции. Таким образом, покупка ювелирного изделия станет более прозрачной и удобной для потребителя и онлайн, и офлайн. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Анастасия, тебе слово. Нургуяна, большое спасибо. Будем ждать от тебя еще больше экономических новостей. Я напомню, что это была моя коллега Нургуяна Иванова. И мы возвращаемся к теме бюджета, принятия бюджета города Нерюнгри. На прямой связи со студией вновь находится мой коллега Сергей Козера. Сергей, я тебя приветствую. Ну, надеемся, что сейчас нам удастся тебя услышать. Передаю тебе слово. Да, Анастасия, добрый день. Просим прощения за такие неполадки. В общем, под конец года все мы подводим некие итоги, строим планы на будущее. Вот и какие эти планы и
как нерюнгринцы увидят какие-то изменения в лучшую сторону. Все зависит напрямую от бюджета. Так вот, какие изменения в этом бюджете, куда пойдут эти самые бюджетные деньги, мы сегодня поговорим с заместителем главы города Нерюнгри по экономике и финансам Ириной Михайловой. Ирина Васильевна, добрый день. Скажите, пожалуйста, были какие-то изменения и дополнения в этот бюджетный кодекс? Добрый день, Сергей. Вчера Сессия прошла. Прошла 17-я сессия Нерюнгинского городского совета депутатов. Окончилась большая работа, проведенная Нерюнгинской городской администрацией совместно со структурными подразделениями, подведомственными учреждениями по составлению проекта бюджета. Внесены небольшие изменения, поправки в доходную часть, увеличились планы по акцизам на нефтепродукты на 88,7 тысяч рублей, и доходная часть бюджета стала составлять 400 миллионов 714 тысяч рублей. Так как акцизы являются одним из источников пополнения дорожного фонда, соответственно, прошло увеличение расходной части бюджета, а именно дорожного фонда муниципального, на 88,7 тысяч рублей. И дорожный фонд муниципального образования на 2020 год составляет 87 миллионов 836 тысяч рублей. По сравнению с проектом бюджета 2019 года дорожный фонд увеличился на 10%, тем самым сохраняя приоритетность этих расходов. Ирина Васильевна, значит ли это, что все-таки в следующем году нерюнгринцы увидят окончание капитального ремонта по улице Карла Маркса, то есть дороги будут делаться, да, улицы? Совершенно верно. В этом году был заключен двухлетний контракт по капитальному ремонту Карла Маркса. Была получена субсидия из Дорожного фонда республики в размере 70 миллионов рублей. Также в рамках софинансирования приняло участие, поступила субсидия из Нерюнгринской районной администрации 20 миллионов рублей и 10% из местного бюджета. Работы будут завершены в 2020 году и заработает в полном объеме эта улица. Также в проекте, в бюджете на 2020 год предусмотрено софинансирование на капитальный ремонт улицы Ленина. Подана заявка в Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики. В конце года должен пройти конкурс, и мы надеемся, что мы победим в этом конкурсе и получим субсидию из Дорожного фонда республики. Также будет продолжена работа по текущему ремонту, по содержанию летнему, зимнему, очистка водопропускных лотков, летняя очистка улиц и улиц города, скверов и площадей от мусора, ремонт автобусных павильонов. В 2020 год мы входим в юбилейный год, 45 лет городу, поэтому городская администрация предпримет мероприятия, да, направленные на эстетическую красоту нашего города. Да. Спасибо большое, Ирина Васильевна. Все мы ждем этого юбилея нашего города 45 в следующем году. Ну что, вот с такими цифрами, с такими показателями мы идем к Новому году. Так что в Новом году не только едем по новой улице Карла Маркса, но еще будем встречать, конечно же, юбилей нашего города. А у меня к этому часу все. Анастасия. Сергей, большое спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией был наш корреспондент Сергей Козюра. Мы переходим к новостям спорта. Трехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Александр Карелин приедет на открытие зала по греко-римской борьбе в Якутске. Мероприятие намечено на 25 декабря в училище Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева. В здании зала борьбы в этом году завершилось строительство надстройки второго этажа. Здесь расположен специализированный зал для спортсменов по греко-римской борьбе с раздевалками, душевыми, тренажерным залом и тренерским кабинетом. Реконструкция нового зала велась с 2016 года. Отмечается, что в составе делегации классиков в Якутск приедет также двукратный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Александр Игнатенко. Бронзовый призер Олимпиады 2004 года в фехтовании на саблях Алексей Якименко заявил, что чистые спортсмены на Олимпийской сборной России, не замеченные в употреблении допинга, должны выступать под российским флагом и иметь возможность полноценно представлять свою страну.
Олимпийский призер также добавил, что с учетом отсутствия российской символики на Олимпийских играх 2018 года проблемы перед Олимпийскими играми 2020 года в Токио не стали сюрпризом. Помимо прочего, Алексей Якименко заявил, что не осуждает спортсменов, которые решат выступить под нейтральным флагом на грядущих Олимпийских играх. Я боюсь, что это может ударить и по детскому спорту в том числе. С одной стороны. Но мы же знаем, что любой кризис за собой должен вести какой-то, в общем-то, подъем, да. И подъем в этом плане я тоже, так, сгладить углы вижу, да, что, в общем-то, разобраться с проблемой, так сказать, так, выкорчевать с корнями эту проблему, сделать, в общем-то, все правильно, так, как должно работать. Опять же, виновные должны быть наказаны, может быть, это будут открыть финансирование под новых спортсменов, которые уже будут с толком дела понимать, как добиваться высоких спортивных результатов. Знаки отличия физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» вручили сегодня в столице республики. Сейчас на церемонии награждения присутствует наш корреспондент Полина Долинская. Она на прямой связи со студией. Полина, я тебя приветствую и ждем подробностей. Здравствуй, Анастасия. Сейчас мы находимся в конференц-зале стадиона Туймада, где и прошло награждение. Оно закончилось буквально вот только сейчас. Сейчас всех участников пригласили на финальное общее фотографирование. Здесь сегодня отмечали золотыми знаками Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО. 30 участников в разных возрастных категориях. Самый молодой сегодняшний участник – это спортсмен, который получил первую ступень, ему возраст 8 лет, и 11-ю ступень получил спортсмен в возрасте 70 лет. Один из участников, Станислав Гуляев, он получил знак отличия ГТО 6-й степени. Здравствуйте, Станислав. Подскажите, пожалуйста, что для вас значит эта награда? Награда – это, думаю, это большой труд, и это достижение, это показатель физического состояния человека. Это большая работа, это результат. Хотел бы, и, пользуясь случаем, всех пригласить, что присоединяйтесь к Всероссийскому комплексу ГТО, занимайтесь спортом, будьте здоровы. Большое вам спасибо, Станислав. Для того, чтобы в этом году получить знаки отличия ГТО, нужно было сдать последующим спортивным дисциплинам нормативы. То есть это был бег на длинные и короткие дистанции, также это было плавание, гимнастика и также силовой комплекс. Все участники в разных возрастных категориях показывают своим примером для каждого жителя нашей республики, а также для подрастающего поколения, насколько это важно следить за своим здоровьем и быть готовым к обороне нашей Родины. На этом у меня все. Анастасия, передаю тебе слово. Полина, большое спасибо. На прямой связи со студией была наш корреспондент Полина Долинская. Матчевая встреча по боксу состоялась между сборными командами Москвы и Туркменистана. Во второй день встречи на ринг в Жуковке вышел боксер из Горного Улуса, чемпион Москвы Борис Сидоров. В поединке весовой категории до 52 килограммов он встретился с Ихласом Глысчановым. По итогам 3 раундов Сидоров одержал победу единогласным решением судей. В этот день россияне выиграли 6 из 8 боев и вышли победителями в общекомандном зачете. Юбилейный 50-й горнолыжный сезон открылся в субботу на Эльбрусе. Открытие состоялось на второй неделе позже запланированного из-за погодных условий. Интересным событием стала акция, организованная Почтой России, которая представила новую серию открыток с видами самых красивых мест Кабардино-Балкарии. Каждый желающий прямо у подножия Эльбруса мог заполнить свою открытку, погасить ее специальным штемпелем, созданную для юбилейного праздника, и тут же отправить адресату. Впервые канатная дорога заработала здесь 50 лет назад, 12 января 1970 года. В Токио состоялась официальная церемония открытия одного из главных стадионов, где будет проходить Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года, рассказывает Артем Сторонов. Премьер-министр Японии Синдзо Абе в воскресенье принял участие в официальной церемонии открытия национального стадиона в Токио, который станет одной из главных площадок Олимпийских игр 2020 года.
Из-за того, что дизайн арены несколько раз менялся, строительство началось лишь в декабре 2016-го. Из-за задержки стадион не смог принять матчи чемпионата мира по регби, прошедшего в октябре. Поскольку этот национальный стадион станет символом Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года, неудивительно, что в процессе его строительства возникало много трудностей. Дизайн менялся по ходу дела, и лишь благодаря личному вкладу и тяжелой работе всех спортивных ассоциаций страны сегодня мы, наконец, можем отпраздновать его открытие. Стадион стоимостью почти $1,5 миллиарда рассчитан на 68 тысяч человек. Первым спортивным событием, которое он примет, станет финал Кубка императора Японии по футболу прямо в день Нового года. Воскресная церемония прошла в присутствии лишь нескольких десятков чиновников, а праздничное открытие для широкой публики состоится 21 декабря. Олимпийские игры 2020 года будут проходить с 24 июля по 9 августа. Во время новогодних праздников все коммунальные службы республики будут переведены в режим повышенной готовности. А пока они ведут работы по подготовке к праздникам, чтобы жители республики, в том числе и города, отдохнули спокойно. Какую работу проводят работники ТЭЦ города Якутска, на прямой связи расскажет наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Он на прямой связи со студией. Дима, я тебя приветствую. Расскажи, где ты сейчас находишься. Добрый день, Анастасия. Сейчас мы находимся в одном из центральных блоков Якутской ТЭЦ. Этот блок называется цех водогрева. Именно здесь установлены 4 котла, где только за час проходит более 1000 кубов воды, которые потом, уже набирая определенную температуру, поступает в городские сети и далее уже поступает в многоквартирные дома. Хочется отметить, что на территории Якутской ТЭЦ таких блоков находится 5. Это цех фильтрации, цех теплоэнергии, водогрева и другие. Но о том, какие работы сейчас ведутся по подготовке к Новому году, нам расскажет директор Якутской ТЭЦ. На Якутской ТЭЦ из 5 установленных водогрейных котлов в настоящее время в работе 2. В случае понижения температуры наружного воздуха в работу будут включаться еще дополнительные котлы. Резерв у нас достаточный для того, чтобы пройти новогодние праздники без проблем. Что касается персонала, то персоналу проведены учебные тренировки, инструктажи. Персонал подготовлен к работе в период праздников. Организовано будет дежурство ответственных руководителей аварийных бригад. Поэтому в случае возникновения каких-то нарушений в период новогодних праздников эти все нарушения будут оперативно устраняться персоналом электростанции. В отношении будущих наших будней мы планируем уже начиная с марта начать подготовку к новому отопительному сезону и обеспечить надежное обеспечение потребителей теплом. Хорошо, спасибо. Хочется отметить, что такая работа ведется не только в Якутской ТЭЦ, но и сейчас к этому времени, к празднованию Нового года, готовятся все коммунальные службы города Якутска. Анастасия, на этом у меня все. Дима, большое спасибо. Мы будем надеяться, что новогодние праздники пройдут спокойно для всех. А на прямой связи со студией был наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Переходим к чрезвычайным происшествиям. 28-летний житель поселка Биркакит подозревается в краже более 25 тысяч рублей у своей знакомой. Накануне происшествия молодой человек зашел к потерпевшей, чтобы узнать номер телефона ее сожителя. Женщина не помнила номер наизусть, а посмотреть его в телефоне она не могла, так как тот был неисправен. Она попыталась вставить сим-карту в свой старый телефон, но разъемы смартфонов были разными, и сим-карта застряла. Продолжит мой коллега Юрий Осипов. Юрий, я тебя приветствую. Как удалось совершить преступление? Да, здравствуй, Настя. Как выяснилось, в начале как такового злого умысла не было. Мужчина хотел помочь своей знакомой и сказал, что попробует вставить сим-карту в свой телефон. Ему это удалось, и оказалось, что к этой симке привязан номер банковского счета. Тогда он перевел часть суммы на свой счет, а часть
на счет своей родственницы. Сейчас его задержали, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Здравствуйте, вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. 4 иностранцев обвиняются в попытке и даче взятки должностному лицу. Нюрнбергские следователи завершили расследование уголовных дел по обвинению 4 иностранных граждан, 2 из которых обвиняются в даче взятки должностному лицу через посредника, а 2 в покушении на дачу взятки должностному лицу. В прошлом году иностранцы в целях замены имевшихся у них национальных удостоверений тракториста-машиниста на аналогичное удостоверение образца России без сдачи теоретического экзамена обратились через посредника к старшему государственному инспектору инспекции Гостехнадзора Управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Якутии по Сунтарскому улусу. Он выполнил их просьбу за 15 тысяч рублей за каждое удостоверение. В общей сумме вышло 60 тысяч. За услуги 2 заплатили через посредника обговоренную сумму. Другие же попросту не успели, поскольку инспектор Гостехнадзора перепутал при изготовлении удостоверения их фотографии. Допущенную техническую ошибку он не смог в последующем исправить по причине увольнения с госслужбы по результатам служебной проверки. Следователи восстановили полную картину событий, и мужчины признали свою вину. Одного из мужчин заключили под стражу за попытку скрыться от органов. В отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование по уголовным делам завершено и направлено в суд. Но история еще не закончилась для исполнителя. В ходе расследования бывший старший госинспектор инспекции Гостехнадзора задержан. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование этих уголовных дел в отношении него и посредника продолжается. В Верхоянском районе задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве при помощи мессенджера. В полицию района поступили заявления от 5 местных жителей. У всех у них неизвестный злоумышленник похитил разные суммы денег. Общий материальный ущерб составил свыше 100 тысяч рублей. Потерпевшие были уверены, что направляют деньги своему родственнику, который под заказ в скором времени доставит в отдаленный арктический район запасные части к снегоходам и продукты питания. Управлением уголовного розыска МВД Республики подозреваемый в обмане арктических жителей был установлен. Им оказался их 26-летний земляк. Мужчина, будучи осведомленным о родственно-дружеских отношениях потерпевших, посредством мессенджера направлял им сообщения о возможности завести в Северный район запасные части и продукты питания. Ему удалось войти в группу родственников в социальном мессенджере, поэтому потерпевшие и не подозревали, что переписываются с посторонним человеком. Для получения денег подозреваемый сообщал данные банковских карт своих знакомых. В целях конспирации он периодически менял номера телефонов. В его отношении возбудили уголовное дело. Сейчас проводится дальнейшее расследование. Возможно, обратившиеся в полицию не единственные жертвы мошенника. В городе Удачном мужчина предстанет перед судом за оскорбление полицейских. Об этом сообщает прокуратура Якутии. По версии следствия, по поступившему сообщению о нахождении обвиняемого в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, он был доставлен сотрудниками полиции в больницу для произведения медицинского освидетельствования. При этом обвиняемый, находясь в отделении скорой медицинской помощи, не желая выполнять требования участкового, а также помощника оперативного дежурного Удачинского отделения полиции, начал оскорблять их нецензурной бранью. В его отношении возбудили уголовное дело, и после утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд. Лесные пожары, которые нынешней весной бушуют на востоке Австралии, в выходные вспухнули с новой силой. Десятки домов уничтожены. Власти констатируют, что ситуация вышла из-под контроля. Подробности в следующем материале рассказывает Анастасия Дмитриева. Сдержать пожар не удалось. В понедельник власти Восточной Австралии заявили, линия обороны, которую спасатели выстраивали, чтобы противостоять пламени, была прорвана. Ситуация вышла из-под контроля. Огонь уничтожил на своем пути десятки зданий и отрезал основные дороги в районе Голубых гор на севере штата Новый Южный Уэльс, примерно в 250 километрах к северо-западу от Сиднея. Спасатели пытаются потушить пожар площадью около 380 тысяч гектаров. Судя по рассказам очевидцев, пламя из-за ветра распространяется с огромной скоростью. За 10-15 минут все вспыхнуло с каким-то безумством. Было похоже, что пронесся огненный шторм. Повезло, что мы остались живы. Все произошло так быстро. Удалось сохранить немного вещей. Сгорели несколько сараев и все такое. Пламя было, наверное, метров 10 высотой. Знаете, у нас не было никаких шансов остановить его. Было очень горячо. Между тем, Бюро метеорологии предупредило об экстремальных условиях на юго-востоке страны в течение следующих нескольких дней. Среднесуточная температура, как ожидается, приблизится или даже превысит национальный рекорд в 40 градусов по Цельсию.
Лесные пожары нередки в Австралии летом, но в этом году, начавшись еще весной, они достигли беспрецедентной силы. С начала ноября пожары унесли жизни по меньшей мере 4 человек, разрушили 680 домов и уничтожили более 1 миллиона гектаров лесов по всей Восточной Австралии. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Настя, ну а к этому часу у меня вся информация. Увидимся в следующих выпусках. Юра, большое спасибо. О происшествиях, которые произошли в республике и за ее пределами, нам рассказал Юрий Осипов. Мы продолжаем наш выпуск. Началась продажа живых елок в Якутске. Главный атрибут Нового года можно приобрести в Якут-лесресурсе, который находится на улице Кеша Алексеева, 9, корпус 1. Стоимость натуральных сосен и елей в зависимости от высоты составляет от 500 рублей и выше. Как уточнили на предприятии, в этом году планируют завести почти 2500 зеленых красавиц из Намского, Мегино-Кангаласского и Татинского улусов. Потому что мы живем в городе, а все-таки хочется немножко леса, запаха леса. Мы выросли, мое поколение, по крайней мере, выросло, когда было больше природы, больше зелени, этого запаха. И хочется хотя бы в Новый год ее почувствовать. Поэтому я решила свою мечту, свою сказку хотя бы в Новый год сделать и приобрести живую елку. И убедилась, что действительно здесь есть, и действительно здесь продают, и цены не такие дорогие, что можно приезжать, выбирать и посоветуют. Я хотела, например, сосну, а вот мы с мужчиной поговорили и все-таки остановились на этой елочке. Действительно елочка будет. Я думаю, что мой ребенок будет доволен. Следующие кадры приходят к нам из Приморского океанариума. Там пингвины не забывают держать себя в форме, ежедневно гоняясь за солнечным зайчиком. Интерес к солнечному блику заставляет их следовать за ним по вольеру. Они больше двигаются и таким образом укрепляют свое здоровье. По словам сотрудников океанариума, для пингвинов важна правильная работа сердца, ведь оно их слабое место. Для поддержания сердечной функции сидеть на месте непозволительно. Поэтому в океанариуме приняли решение о разработке ежедневных тренировок для животных. Все игры проводятся после завтрака, так пищеварение пингвинят работает лучше и они остаются активными и здоровыми. All You Need Is Love – очки Джона Леннона. Пара, принадлежавшая вокалисту группы Beatles, которую он оставил в машине Ринго Стара, в пятницу была продана на аукционе Сотбис в Лондоне за $184 тысячи, рассказывает Анастасия Дмитриева. Круглые солнцезащитные очки Джона Леннона, ставшие неотъемлемой частью его образа, проданы на аукционе в Лондоне за $137,5 тысяч фунтов стерлингов или $184 тысячи. Торги проводил дом Сотбис. Имя нового владельца не разглашается. Интересная история очков. Как утверждают организаторы аукциона, они достались вокалисту Битлз в 1966 году как реквизит для роли Ричарда Лестера в фильме «Как я выиграл войну». Спустя 2 года Леннон оставил очки на заднем сиденье Мерседеса барабанщика Ринго Стара. Водитель Алан Херинг заметил это и обратил внимание, что винт на оправе слева выпал, из-за чего одна дужка отвалилась. Херинг предложил починить, но Джон попросил не беспокоиться, так как это всего лишь для образа, передает Сотбис слова шофера. Он решил сохранить очки такими, какими они были при Джоне. Херинг и выставил экспонат на торги. Эта пара в золотой оправе от Оливер Голдсмит не первая выставленная на аукцион. Очки Леннона были проданы в 1996, 2007 и 2014 годах. Музыкант был застрелен сумасшедшим фанатом возле своей нью-йоркской квартиры 8 декабря 1980 года. Преступник Марк Чепмен заявил, что, убив бывшего Битла, он убил эпоху невинности. Сейчас он отбывает пожизненное заключение. Наскальные изображения фантастических зверолюдей считаются свидетельством наличия фантазии и абстрактного мышления у первобытного человека. Все подробности расскажет Елена Островская. Здесь, в пещере на индонезийском острове Сулавеси, находятся древнейшие свидетельства фантазии и абстрактного мышления у первобытных людей. К такому выводу пришла группа ученых из Австралии и Индонезии. Согласно результатам их исследований, опубликованным на минувшей неделе в журнале Nature, наскальные рисунки на Сулавеси сделаны около 44 тысяч лет назад.
На стенах изображения териантропов или фантастических зверолюдей, которые охотятся на гигантских свиней бабирус и карликовых буйволов аноа с помощью копий и веревок. До сих пор считалось, что самые ранние изображения человека с анималистическими чертами находятся в Европе и сделаны около 20-25 тысяч лет назад. А самая древняя находка такого рода, обнаруженная в Германии, фигурка человека с головой льва из слоновой кости возрастом 40 тысяч лет. Индонезийские ученые собираются обследовать остальные пещеры на Сулавеси, чтобы определить возраст других изображений. Однако эксперты говорят, что наскальная живопись на острове стремительно разрушается из-за наплыва туристов. Ограничить поток людей в места древних стоянок ученые пока не могут. Десятки храмовых слонов проведут ближайшие 48 дней в так называемом лагере омоложения в индийском штате Тамил-Наду. Здесь они смогут отдохнуть, получить сбалансированное питание, пройти медицинский осмотр. Защитники прав животных в Индии за ее пределами заявляют, что слоны в храмах часто вынуждены жить в тяжелых условиях, причиняющих им телесные страдания и эмоциональный стресс, рассказывает Сергей Берец. В воскресенье открылся ежегодный лагерь омоложения для слонов, расположенный в окрестностях города Коимбатур в южном индийском штате Тамил-Наду. Здесь проходят курс реабилитации 28 животных из окрестных храмов и монастырей. Слонов моют, чистят и при необходимости лечат. Ветеринарная помощь – главная отличительная черта этого учреждения, говорит погонщик по имени Джамбунатха. У них берут анализы крови, проводят другие исследования, чтобы убедиться, что они здоровы. Кроме того, их выводят на длительные прогулки. Вернувшись в храмы, мы тоже гуляем с ними. Защитники прав животных рисуют несколько иную картину. Храмовым слонам приходится подолгу стоять на каменных полах со скованными цепями ногами, благословляя верующих. Они часами шествуют в ритуальных процессиях по жаре. Их перевозят в необорудованных для этого автомобилях, и случается, что животные падают и ломают кости. Посетительница лагеря Мани полагает, что толстокожие гиганты вполне довольны жизнью. И мы, и слоны очень рады видеть друг друга здесь. Это редкий случай. Ганеша, божество с головой слона, одно из самых почитаемых в индуистском пантеоне. Священных животных часто арендуют политические партии для своих мероприятий и коммерсанты в рекламных целях. Зоозащитники добиваются, чтобы слоны во всем мире получили статус представителей дикой природы, обладающих правом на свободное существование. Десятки пряничных домиков и других фигур приняли участие в ежегодном конкурсе в Стокгольме. Темой в этом году стало «Все горячее», рассказывает Елена Островская. Традиционный пряничный домик с трубой и елочкой остался далеко в прошлом. Участники фестиваля в Стокгольме продемонстрировали завидную фантазию в изготовлении сладкого рождественского украшения. Мероприятие проводится ежегодно в Музее архитектуры и дизайна. Рассказывает продюсер Хала Сигурдардатир. Такой конкурс-выставку музей устраивает 29-й раз. Он уже стал традицией для жителей Стокгольма. Это очень демократичная выставка. Каждый, кто подал заявку, смог принести свою работу. Темой в этом году организаторы выбрали слово «горячо» и получили 202 экспоната. Здесь была масса пряничных вариаций глобального потепления. И, разумеется, без главного символа климатического протеста не обошлось. Грета Тунберг в разных ракурсах красовалась не в одной композиции. Другой популярной трактовкой стал огонь. Извергались красно-оранжевой карамелью пряничные вулканы. Горели имбирные небоскребы и небольшие избушки. Огнем был охвачен и один всемирно известный памятник готической архитектуры. Его испекла команда из 4 человек. Ну, мы подумали о событиях этого года, какие новости были самыми горячими. И пожар в Нотр-Даме оказался одной из главных трагедий. И мы решили, что для темы «горячо» это подходит как нельзя лучше. Но победителями конкурса в этом году стали мама с дочерью Каролина и Миранда Скакхаммер, которые предложили оригинальную и невероятно красивую трактовку заявленной темы. Огонь как символ дома, место, где хочется жить. Они испекли изящную, ювелирно украшенную кибитку, стоящую под радужным деревом. Мы решили лучший дом, тот, что близок к природе. Он стоит посреди леса в тишине и покое. Это огонь.
Произведения пряничного искусства будут выставлены в Стокгольмском музее до 5 января, а потом, вероятно, будут с удовольствием съедены. Это были мировые новости на Якутии 24. И в завершении выпуска коротко о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане минус 26, облачно, ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Ленске минус 26, ветер западный, также 3 метра в секунду, облачно и без осадков. Облачно и в Мирном термометры показали минус 34 градуса, ветер с порывами до 3 метров в секунду. В столице Южной Якутии, городе Нерюнгри, минус 24, ветер северо-западный 3 метра в секунду. И в Якутске в эти минуты минус 32 градуса, облачно, временами снег, ветер дует с запада со скоростью 2 метра в секунду. Мы завершаем наш выпуск. Еще больше информации вы сможете найти на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Мы продолжаем следить за развитием событий. Не переключайтесь.